Восточном Туркестане было задержано и наказано 13 человек за незаконные публикации в социальной сети. По сообщениям Bitter Winter, 3 из задержанных являлись уйгурами, а остальные 10 – китайцами. 2 уйгуров из города Кульджа, одному из которых 19, а другому 35 лет, задержаны и осуждены из-за того, что называли китайцев хитаями, что считается преступлением против единства народа и разжиганием межнациональной розни. В прошлом месяце отдел сетевой безопасности Центрального правительства Восточного Туркестана объявила о блокировке 256 учетных записей в социальных сетях, как WeChat, веб-сайтах и персональных блогах, в отношении владельцев которых было начато судебное разбирательство. Появились сообщения, что в июне от Центрального банка Китая в Турцию поступил финансовый поток в $1 миллиард. Согласно сообщению информационного агентства Bloomberg, высокопоставленный чиновник, который не захотел афишировать свое имя, заявил, что данная сумма является важнейшим финансовым вливанием Китая с момента заключения своп-договора лира-юань. Bloomberg утверждает, что поток денежных средств во время июньских выборов увеличил резерв иностранных инвестиций в Турции. Осудивший действия израильской полиции, напавшей на палестинцев в мечети Аль-Акса, министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что Израиль проводит над палестинцами издевательство столетия. Такое заявление Джавад Зариф сделал через свою официальную страницу в Твиттере. Вчера группа палестинцев, пытавшаяся преградить дорогу фанатичным евреям, направлявшимся в мечеть Аль-Акса, подверглась нападению израильской полиции. Ранено 37 палестинцев, 14 из которых госпитализированы. Индийские силы безопасности открыли огонь по мусульманам, протестующим против введения комендантского часа. Несколькими днями ранее индийское правительство отменило статью Конституции, которая больше полувека представляла Джамму-Кашмиру особый статус. Сразу после отмены закона в регионе был объявлен комендантский час. Однако мусульмане вышли на улицы для протеста против односторонних решений Индии. На фотографиях и видеозаписях, сделанных корреспондентами BBC, отчетливо видно, что индийские силовики стреляют по митингующим и используют перцовый газ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что получил письмо от главы Северной Кореи, который принес свои извинения за проведение испытаний ракет среднего диапазона, и заявил, что надеется, что в ближайшее время встретится с Ким Чен Ыном. Трамп подчеркнул, что Ким Чен Ын попросил провести встречу после совместных учений США и Южной Кореи. По всему миру мусульмане празднуют Курбан-Байрам. Ранним утром верующие направились в мечети для совершения праздничной молитвы. Верующие различных национальностей, проживающие в Нью-Йорке и Нью-Джерси, провели праздничную молитву на стадионе MetLife. Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи прибыл на стадион и поздравил верующих с праздником.